От прадедов, прабабок дошли до наших дней простые комишаньги, чтоб жили веселей. От старых коми-сказок в них сила, посмотри. На этих добрых шаньгах росли богатыри. Кто шаньги не ел, тот силы не имел, тот петь не умел и плясать не умел. Шанишки, шанишки наши, коми-шанишки, шанишки, шаньги, вот так шаньги. Обычай очень старый и вовсе неспроста. Простую комишаньгу в котомку брал солдат. Он знал в той шаньге сила родной земли и дух. Не зря по всей России эти шанишки пекут. Кто шаньги не ел, тот силы не имел, тот петь не умел и плясать не умел. Шанишки, шанишки наши, коми-шанишки, шанишки, шаньги, вот так шаньги. Пекут на именины, на свадьбы к Первомай. Расти большой и сильный, расти не унывай. От старых коми-сказок в них сила, посмотри. На этих добрых шаньгах росли богатыри. Кто шаньги не ел, тот силы не имел, тот петь не умел и плясать не умел. Шанишки, шанишки наши, коми-шанишки, шанишки, шаньги, вот так шаньги. Шанишки, шанишки наши, коми-шанишки, шанишки, шаньги, вот так шаньги! Добрый день, уважаемые мастера! Добрый день, уважаемые гости! Бурлун дона мастериес, бурлун дона гостьес. Мы рады вновь приветствовать вас в стенах Центра народного творчества и повышения квалификации. С приветственным словом для вас выступит исполняющий обязанности директор учреждения Грачева Елена Ереевна. С большой радостью, дорогие друзья, я приветствую вас на долгожданной церемонии награждения лауреатов 26-й республиканской выставки «Мастер года». Впервые мы проводим ее в формате онлайн. Я уверена, что сейчас нас смотрят не только участники выставки, не только друзья Центра народного творчества и повышения квалификации, но и все истинные ценители декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений. Уважаемые мастера, с обращением к вам выступит председатель Коми-региональной общественной организации «Союз мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов» Ольга Павловна Томилова. Приветствую вас, мои дорогие друзья, коллеги, участники выставки «Мастер года». Ежегодно наш Союз мастеров в рамках выставки «Мастер года» вручает свою премию одному из членов Союза.
Награждается Цветкова Лариса Алексеевна, село Визинга, Сысольский район, за высокие достижения в области декоративно-прикладного искусства и плодотворную деятельность по сохранению и развитию традиционной культуры Республики Коми. Лариса Алексеевна, примите наши искренние поздравления. Желаю вам дальнейших творческих успехов. Уважаемые мастера, к сожалению, чествование лауреатов выставки в этом году проходит в закрытом формате. Но это не помешает нам одарить бурными аплодисментами каждого, чье имя прозвучит на этой сцене. Настало время объявить имена лучших мастеров, лауреатов 26-й республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года 2019». И начинаем мы с номинации «Художественная обработка дерева». Много лет лауреатом в этой номинации становился мастер, чьи работы всегда вызывают восхищение у зрителей. Безупречность линий, яркая фактура природного материала, идеальная обработка – отличительные черты изделий этого мастера. 2020 год не стал исключением. Лауреатом в номинации «Художественная обработка дерева» стал народный мастер России, обладатель звания «Мастер года» 1996 Василий Васильевич Попов. 21 июня 2020 года Василий Васильевич покинул нас. Наша культура понесла невосполнимую утрату. Боль и горечь от случившегося мы всецело разделяем с родными и близкими Василия Васильевича. Давайте почтим его память минутой молчания.
продолжаем церемонию награждения лауреатов 26-й республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года 2019». В номинации «Художественная обработка бересты» награждается Цветкова Лариса Алексеевна, Сысольский район. В номинации «Художественная обработка корня» лауреатом становится Кокорина Елена Валентиновна, город Сыктывкар. В номинации «Художественная обработка металла» награждается Хоменко Екатерина Васильевна, город Сыктывкар. В номинации «Художественная обработка кости» звание лауреата присуждается Торопову Валерию Лаврентьевичу, Сыктывдинский район. В номинации «Роспись по дереву» награждаются сразу два мастера. Это Мелишева Наталья Витальевна, Сыктывдинский район, и Кузнецова Евгения Валерьевна, Усть-Цилимский район. В номинации «Вышивка» лучше стала Крюкова Татьяна Николаевна, город Сыктывкар. В номинации «Кружевоплетение» награждается Иванова Мария Васильевна, Сыктывдинский район. В номинации «Узорное вязание» звание лауреата присуждается Пыстиной Надежде Семеновне, город Печора. В номинации «Художественное ткачество» награждается Тчанникова Юлия Андреевна, Сыктывдинский район. В номинации «Традиционное ткачество» вновь награждаются два лауреата – Гилева Тамара Васильевна, Сыктывдинский район. Также в номинации «Традиционное ткачество» награждается Сурнина Анна Николаевна, Карткиросский район. В номинации «Художественная роспись по ткани» лучшей стала Хапцева Кристина Артуровна, Сыктывдинский район. В номинации «Авторская кукла» также два обладателя звания лауреата. Это Игнатова Ирина Викторовна, Усть-Илимский район. Также в номинации «Авторская кукла» побеждает Иевлева Нина Александровна, Сысольский район. В номинации «Художественная керамика» награждается Буторина Татьяна Васильевна, Сыктывдинский район. В номинации «Авторский костюм» награждается Бабыренко Светлана Владимировна, город Печора. В номинации «Народный костюм» побеждает Загуменнова Наталья Михайловна, город Сыктывкар. В номинации «Лоскутное шитье» звание лауреата получает два мастера – Иванова Валерия Михайловна, Сыктывдинский район. Также в этой номинации звание лауреата получает Полигова Елена Вениаминовна, город Сыктывкар. В молодой номинации «Современные тенденции в декоративно-прикладном искусстве» лучшей стала Костарева Лидия Михайловна, город Сыктывкар. В номинации «Мастер-ученик» жюри выделило двух мастеров. Это Мартынова Наталья Дмитриевна, Сыктывкарский государственный университет имени Екатерины Сорокина, руководитель Гагиева Надежда Гавриловна. Также лауреатом в номинации «Мастер-ученик» становится Покрышко Александра Владимировна, Республиканский колледж культуры имени Вениамина Тимофеевича Чисталева, руководитель Мелишева Наталья Витальевна. В акции героям посвящается, приуроченный к Году памяти и славы в Российской Федерации, победитель был выбран путем зрительского голосования. Им стала Ермолина Маргарита Александровна, мастер из Сысольского района. Друзья, мы объявили имена лауреатов. Осталось узнать имя главного героя, победителя выставки «Мастер года 2019». По итогам 26-й республиканской выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года» лучшим мастером
обладателем звания «Мастер года 2019» стал Выборов Александр Вениаминович, мастер из города Сыктывкара. Александр Выборов – мастер по художественной обработке дерева, великолепный скульптор и художник. С 2002 года Александр Выборов является преподавателем отделения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Республиканского колледжа культуры имени Вениамина Тимофеевича Чисталева. Все свободное время Александр Выборов посвящает себе студентам, передает им свой опыт и мастерство. Основное направление творчества мастера – скульптура в дереве и в камне. Работы мастера легко узнаются в любой экспозиции, отличаются замысловатыми формами и имеют высокий художественный и эстетический уровень. Александр Вениаминович, мы поздравляем вас с яркой и достойной победой и желаем дальнейших творческих успехов. Наши ложки хохломские, самый лучший сувенир. С позолотой непростые прогремели на весь мир. Ах вы ложечки, кормежечки мои, ложки русские румяные, поварешки расхорошие мои, расписные деревянные. Богатырь ей без сомнения чашку счастья дал момент. И на празднике веселья ложка лучший инструмент. Ах вы ложечки, кормежечки мои, ложки русские румяные, поварешки расхорошие мои, расписные деревянные. Родина матрешек и красивых жигулей, и саратовских гармошек, и веселых лошкарей. Ах вы ложки, кормежки мои, ложки русские румяные, поварешки расхорошие мои, расписные деревянные. Ложки, кормежечки мои, ложки русские румяные, поварешки расхорошие мои, расписные деревянные.